История ПТУ начинается с 1940 года. Тогда создают государственные трудовые резервы. Это училища и школы фабрично-заводского обучения. Учеба там была почетной. Лозунги сами говорят за себя. Стране нужны крепкие, умелые рабочие руки. В 60-е годы все училища преобразовывают в ПТУ. Анатолий Максимов от ученика профучилища вырос до директора дорожно-строительного лицея. Я, в частности, и ребята, и кого я учил, будучи мастером производственного обучения, они шли с удовольствием на это. Тем более времена были не очень богатые, так скажем, да, семьи. Тяжело все равно было. Почти что послевоенное время началась эта система. Вот, а там все-таки было на полном государственном обеспечении. Профессиональное техническое образование было действительно качественным и востребованным, говорят выпускники. Их путь становления можно сравнить, допустим, с этой лестницей. Ребята, приходившие в училище получить рабочую профессию, выходили отсюда готовыми мастерами, а благодаря труду и упорству могли вырасти до руководителей предприятий. Сегодня в зале ветераны профтехобразования, руководители колледжей и техникумов республики, многие из которых сами выпускники училищ. Сварщик, строитель, слесарь. За всю историю профтехобразования в стране было 2700 училищ. В них готовили рабочих по 2000 специальностей. Казанский железнодорожный техникум, Раифское специальное профучилище и 123-й профлицей, который сегодня входит в состав авиационно-технического колледжа, первые ПТУ республики. В образовательном кругу мы всегда считались самыми хорошими специалистами. Нам очень легко было во время распределения, нас хотели, наших выпускников. К 70-м годам ПТУ постепенно превратились в ту самую страшилку для нерадивых школьников. Считалось, что в ПТУ шли те, кто был не способен учиться в ВУЗе. Но вскоре поменялась вся система, потом и отношения. Сейчас идти учиться в профессиональные колледжи престижно, как никогда. Сейчас, когда уже идет модернизация вообще общества, система не только общеобразования и профтехобразования, мы понимаем, что появляются новые какие-то инновационные решения, наукоемкие технологии. Много современных зданий, очень много капитально отремонтированных училищ, техникумов, теперь училищ нет техникумов. То есть среднее профессиональное образование получило совсем другую начинку, и материально-техническая база стала совершенно другая. Многие колледжи сейчас – это ресурсные базы для подготовки участников на мировые чемпионаты. Сегодня в республике 99 учреждений среднего профобразования, а это больше 72 тысяч студентов. Образовательных программ больше 200 – это самый высокий показатель в ПФО. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.